Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Недавно состоялось заседание Междепутатской ассоциации «Столица», куда входят депутаты Якутской городской думы и Государственного собрания ЛТУМЭН, представляющие городской округ город Якутск. Междепутатская ассоциация «Столица» создана в 2019 году по инициативе председателя Якутской городской думы Альберта Семенова. Ассоциация оказывает содействие решению вопросов социально-экономического развития и повышения качества жизни населения городского округа город Якутск. Ее главными задачами являются взаимодействие народных депутатов Республики Саха-Якутия и депутатов Якутской городской думы по решению вопросов социально-экономического развития города Якутска, а также содействие продвижению общественно значимых законодательных инициатив и проектов развития города Якутска. На заседании Междепутатской ассоциации «Столицы» рассматривалось 3 вопроса, которые очень сильно волнуют горожан. Первый – это вопрос по мигрантам, второй – по алкоточкам и наливайкам, и третий – по вывозу снега. По всем 3 вопросам очень четко и понятно дал разъяснение сопредседатель Междепутатской ассоциации «Столицы» Иван Луцкан. Очень много интересных вопросов, предложений прозвучало. Насколько они реально могут быть воплощены в жизнь? Надо понимать, что вообще проблема мигрантов, она ведь заключается... В чем ее корень, да, почему мы так бурно реагируем? Потому что люди, которые приезжают к нам в республику, они не адаптированы к тем условиям, которые есть. Первое, они не знают законов Российской Федерации. Они не знают особенностей той культуры народов, которые проживают, особенно в Республике Саха-Якутия, как на республике национальной, но с многонациональным населением. То есть это особенности разного типа населения. А потом не всегда понимание вот этого менталитета приводит вот к тем конфликтам, которые имеют место быть. Но в то же самое время мы должны понимать, что ряд направлений, в том числе экономики, без рабочей силы из стран ближнего зарубежья не развивались бы такими бурными темпами, которые есть. Ну, все же знают, что это стройка, это рынок услуг, те же самые овощи, фрукты. Но ведь проблема, еще раз, я говорю, глубже. Надо организовать вопрос социокультурной адаптации мигрантов. Это знание языка, законов, культуры. Это вот 3 столпа, которые в первую очередь важны. Соблюдение законодательства Российской Федерации. И вот мы, я знаю, на уровне общественного совета проводили ряд мероприятий с общинами. Но ведь это вовлеченность только вот одной ячейки, да, общественного совета. Там. Я почему и задал вопрос, а где другие общественники? Ведь можно просто, вот говорили, не заниматься, а где результаты этой работы? Ну вот кто выступил, да, кто сказал об этом, организовали ли эту работу? Да? К сожалению, вот не все были вовлечены в этот процесс. Следующий вопрос, ведь вот я не просто его так задал по поводу перевода на язык. Но вот, не знаю, половая неприкосновенность. Вот если вы человеку, который язык не изучал русский, да, и говорит на своем, вот что для него половая неприкосновенность? Пол не трогать, да? Что это для него? Он же ведь не понимает многие вещи. Давайте переведем это на их язык. Общины есть, они готовы, я уверен, даже они подключатся и сами переведут вот эти простые вещи, что вот так делать нельзя. Да? По-русски, и вот тебе, пожалуйста, на любом языке того государства, откуда приехал тот или иной мигрант для того, чтобы здесь работать. Это же можно сделать? Можно. Это немного стоит? Немного. Это же все в WhatsApp можно переводить и доводить эту информацию. У нас в WhatsApp что распознается? Где какая облава, где когда надо что закрыть. А где полезная информация, которой, к сожалению, нет. Вот это тоже немаловажный момент. Доводить понятным, доступным языком, что можно, что нельзя. И что тебя за это ждет. Вот тогда, я думаю, понимание будет, что надо соблюдать вот те 3 вещи, о которых я говорил в самом начале. В принципе, для мэрии, да, и МВД, да, усилить совместную работу. Контроль. Вот мы все любим контролировать, да, но а что мы делаем для того, чтобы этого не доводить? Вот все, у нас куча контролеров, а сами мы какой вклад внесли?
Я бы вот так бы задал этот вопрос, да, потому что если каждый будет вносить свой вклад, да, вот, разговаривать, беседовать, объяснять, значит, проводить мероприятия, через информационное сообщество информировать, да, простите за тавтологию, да, значит, вот тогда, может быть, мы добьемся того эффекта. А просто контроль, ну, контролеров-то не хватит. Мы же видим реакцию жителей города Якутска на то, как распространяются наливайки. И ведь некоторые смеются, даже говорят, ну, что вы там сделали, да, и результата-то нет. Ну, было 50, стало 75, залы понапристроили, да, там был у бати внутри двора, да, стал прямо на центральной площади. Это же как издевка же смотрится на те вещи, чем занимается и орган местного самоуправления, хотя он же ведь занимается теми вещами, чтобы обезопасить жителей города от вот этих наливаек и последствий, в первую очередь, их расположения в спальных районах и близко к социальным объектам. Но здесь, во-первых, должна быть социальная ответственность предпринимателя, конечно, да, доход доходом, да, прибыль прибылью, но такое впечатление, что у некоторых наших предпринимателей нет детей, и живут они, видимо, где-то не в городе Якутске. И они не видят то, что происходит вокруг этих наливаек. Ну, тут вот, лично меня бы совесть никогда не позволила так торговать алкоголем для того, чтобы потом в моем же подъезде, там рядом где-нибудь приходили, там мочились и тому подобное. Ну, это этическая сторона вопроса, которая на самом деле тоже требует обсуждения. Теперь, что касается тех проблемных моментов, которые можно решить. Ну, давайте начнем с того, что в основном регулирование продажи алкоголя все-таки это федеральные полномочия и федеральный закон. Другой вопрос, что у депутатов Государственного собрания ЛТУМ есть полномочия по внесению предложений в Государственную Думу, по внесению изменений в законодательство, в том числе федеральные и регулирующие эту сферу. Поэтому вот сегодня задача была как раз эти предложения услышать. Коих не было. Вот в этом и был вопрос. Да? Что мешает нам дальше вести борьбу с так называемыми наливайками, при этом защищать легальный бизнес, да, и создавать условия для того, чтобы у нас было безопасно в городе. Вот этого мы не услышали. Но, тем не менее, вот ряд депутатов, они высказывали такие предложения достаточно здравые, поэтому я и предложил собрать, все саккумулировать, и Кирилл Петрович, я думаю, подготовится уже. Срок дали достаточно такой хороший до 1 апреля, чтобы он подготовился, и мы бы вот это коллегиально еще раз обсудили. На каком этапе у нас буксует борьба с наливайками. То, за что отвечает и где мы можем поработать, чтобы внести эти изменения. Я думаю, все получится, потому что и глава города активно работу ведет в этом направлении, и весь депутатский корпус понимает, к чему это приводит. Ну и самое главное, наш избиратель. Этот запрос от него в первую очередь идет, чтобы спалось тихо и спокойно. Другой вопрос еще, что просто борьба, и мы, Олег, с тобой обсуждали этот вопрос тогда на программе, ведь одно дело борьба, да, но другое дело, какую альтернативу мы людям предложим. Людям нужен досуг, людям нужен, ну, это уже как врач могу сказать, дофамин, который вырабатывается посредством употребления, в том числе алкоголя. Это легкий способ повысить свое настроение. Но ведь есть и другие альтернативы. Кинотеатры, значит, спортивные заведения, возможно, просто клубы по интересам. Сейчас активно же у нас развиваются квизы и так далее. Почему бы не создать условия для их проведения? И так далее, и так далее. Запрос общества на это есть, и наша задача этот запрос реализовать в виде закона. По подготовке палок, в принципе, вы как оцениваете? Вот Госсобрание как раз в 2023 году приняло соответствующие нормативно-правовые документы по инициативе как раз-таки окружной администрации Якутской городской думы в части прилегающей территории. Ведь действительно не было правового механизма, чтобы снег вывозился управляющими компаниями с территории. Все время было вот это бадание. Сейчас этот правовой механизм есть. Сейчас окружная администрация работает над тем, чтобы закрепить за каждым домом свой участок, потому что, понятно, есть смежные территории, чтобы не было такого, что это только ты убираешь, а я здесь, моя хата с краю, я постою. Нет, ответственность должна быть пропорциональна у каждого. Я думаю, до 1 марта они эту работу завершат. Вот. И этот механизм позволит эффективно вывозить снег с города Якутска. Ведь основной источник воды весной – это снег, который выпал за всю зиму.
эффективно вывоз снега позволит сократить и минимизировать воду, значит, и на улицах нашего города, и во дворах. Вроде бы вещи банальные, но вот для этого нужны были определенные... Понятно, что там управляющие компании всегда упирались, потому что они не хотели на это тратить деньги. Да? Ну, это only бизнес, да? Только бизнес, потому что заработок для кого-то выше, чем интересы тех людей, которые платят. Ну, я думаю, что сейчас этот механизм заработает, и, я думаю, будет суши, надеюсь, это точно. А вот если не будет суши, тогда мы спросим, мы же сделали вот все механизмы, в чем проблема? Вот тогда уже вопросы появятся. А так, надо отметить, что окружная администрация, она работает эффективно, ведь утвержденный мастер-план города Якутска, ведь это все равно командная работа с главой республики, на уровне президента страны. Впервые такой документ был согласован, и давать оценку, я думаю, будут горожане по итогам проведенной работы. И что вы пожелаете депутатам? Здесь же 2 уровня, да, получается, было. И плюс еще целая мэрия. Вот что пожелать? Как бы не банально не звучало, это в первую очередь работать во благо людей, которые доверили человеку мандат. Ну, то есть слушать людей и реагировать на основные вызовы. Причем реагировать не для того, чтобы там, хайп какой-то поймать, да, а для того, чтобы действительно добиться результата. Даже если не всегда он будет общественно принят, потому что, я же говорю, есть проблемы, которые вот копнешь, все они говорят, а на самом деле проблема-то совершенно в другом. И надо заниматься, и вот я тему там и по узким специалистам, мы сейчас занимаемся в Арктике, и вообще по обеспечению медицинской. Вот все говорят там о нехватке врачей, но никто не смотрит вглубь вопроса. Да, даже если будут врачи, но если у них не будет оборудования, все равно результат не будет самый главный. Мы же все хотим чего? Качественную медицинскую помощь. И вот что нужно сделать так, чтобы эта качественная медицинская помощь была. Поэтому обсуждать много можно, главное, чтобы это обсуждалось в здравом русле, с экспертным сообществом, и мы умели, как я уже сказал, слушать друг друга, уважать друг друга и в консенсусе вырабатывать какое-то общее решение. Опять же, повторюсь, во благо людей. С вами была телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорой встречи!